Как смотрят на войну и на политику, военные и невоенные? Вот как ты смотришь на политику с точки зрения военного? Или не смотришь уже как человек, который с 15-го года уже не в армии действует? Дело в том, что вот тут надо развести армия и политика. В армии политики быть не должно. В армии есть четкое понятие единоначалия. Там, вот для меня сложно понять демократию, откровенно скажу. То есть я вырос в армии, и, скажем так, я повзрослел в армии. Для меня понятие демократии, оно так где-то ближе было к анархии. То есть все имеют право голоса, все кто что-то говорит, и не всегда несут ответственность. Тем более в нашем разрезе, получается, говорить сейчас могут все. Обо всем. Причем оснований для этого может и не быть. Анекдот про умойшую дочь гулящая. Знаете? Нет. Нет? Если вы знаете, что умойшая дочь гулящая, так у него же сын. Так это же проблема Мойши. То есть вот у нас сейчас так вот получается. У нас демократию в какой-то степени перегнули в анархию. Понятно, что все равно нам нужна демократия в любом смысле. Я не спорю. Да. Черчилль, если я не ошибаюсь. Это худшее из того, что придумали. Худшее из того, что лучшего просто никто не придумал еще. Почему я это спросил? Потому что и по опросам это ясно, да, очень большой раздрай в мнениях относительно политиков. Даже лидеры, даже этих рейтингов, которые мы там не будем обсуждать, да, они все равно не сильно друг от друга отличаются, и у них у всех рейтинг доверия намного ниже, чем у армии, например. В армии есть какой-то общий дух? Там понятно, что тоже люди разных взглядов, да, есть. Да? Но что объединяет армию, такое, может, плохое слово, но идеологически, а может, хорошее слово, я не знаю. В армии, поймите, для военных политики это... Не любите вы их? Это, скажем, это даже не люди. То есть, в армии политики, для военных политики это какой-то такой атовизм, наверное, который надо просто отбросить. То есть, для большинства военных политики отвращение вызывают, в большей части. А в армии основная задача это выполнить задачу по обороне и освобождению Украины. Все.